10-й, 9-й газифицированные, эти газифицированные же. А кто разрешение дает на федеральную землю? Это вы же за Ну свой почему? счет, получается, вы оплачиваете? Нет, не мы же, короче, это же тоже, газовики же тоже разрешение от архитектуры. Членские взносы, все оплачиваем, все батон. А у них что, документов нет, что это федеральная земля? Все батон оплачиваем. А почему вот здесь у них документов-то нет? Только видит красную на улицах. Почему красная зона? Только с картой. Мы за что платим? За что платим эти членские За взносы? коммунальные услуги, то только инженерные сети, вот путеводный газ, заслуженный газ, заслуженный цвета. Алтамяк интервью из-за мусора. А сколько жителей Виталий Степанович живет в Сатале? Сколько жителей живет в Сатале? Домовладений сколько? Получается, мне Домовладение на данное время, да. На данное время будет 950 человек. Нет, человек тут, домов. Домов. Но, Да, а в домов. каждом доме по сколько человек живет? По три Примерно общее человека. количество жильцов сколько? Общее количество жильцов где-то 3000 получается. Да. А площадь всего Сатала сколько составляет? О, там 130-140 га это составляет. Да. А вы с какого года руководите? Я с 18-го года. После Макарова, да? Да, после Макарова. А сейчас какие тогда вы будете меры принимать, можно узнать? Интернет-газета в Якутии. Ну, меры будут предоставляться, будет совещание, сейчас вот уже с архитектуры, ДИЗО, соответствующие организации пришли, глобальные все вопросы высказались. Сейчас будем собираться на уровне уже правительства и города Якутска. Вот глобальные вопросы, то, что озвучим сегодня, будем обсуждать. Потому что сейчас уже что-то прояснился, что-то не прояснился, и на этом уровне будем работать с этими людьми. А после вашего вчера письма, да, которое было распространено в WhatsApp, многие подумали, что вина не Сатала, а вина Якутскэнерго. Ваше мнение на этот счет? Ну, кто виноват, кто не виноват, это будет уже Следственный комитет и прокуратура. Кто виноват? На это я не могу ответить. Но Ну, началось-то не с Сатала же. вспышка произошла охраняемой зоны Якутэнерго. Радиоцентр. Радиоцентр – это собственность ПАО Якутэнерго, где заходит наш кабель. А это там, где радиоцентр находится, да? Да, это особо охраняемая зона, где допускается по специальному допуску. Мы туда вообще не засовываемся. 2010 года, как приняли этот, мы туда и не знаем, как зайти. Это очень охраняемая зона. Вот телеграм-каналы Торбозное радио распространило информацию о задолженностях Сатала. Что вы можете на это сказать? Да, задолженность есть перед Якутэнерго, но это происходит... Сумма какая? Ну, я не могу сказать, вот это, озвучивать, сумма какая. И эту задолженность мы можем устранить тогда, когда мы все-таки сделаем земельные участки, земельные участки будем готовы будет. Люди не могут получить земельные участки, документацию. Из-за этого происходит несвоевременная выплата. И перед газовиками тоже задолженность, да? И по аренде земли? Что говорите? Ну, перед газовиками тоже говорят Газовиками задолженность. нет. Почему? Нет? Только Якутэнерго. А по аренде Да. земли? По аренде земли там чуть-чуть есть, конечно. Чуть-чуть, это сколько примерно? Ну, я не знаю, я не могу говорить здесь, сколько и как. Но это все выполнимая задача. Потому что, как только сделается документация земельных участков, совместно поработав, наконец-то, вот, городом Якутском, люди не могут оплатить, вот, просто, ну, по-простому говоря. Если на документы будут оплатить, они начнут оплачивать, и мы долги это перекроем. Это все, допустим, есть люди не все платят, поэтому выполнимо. Да, образование конечно, образуют из этого. Ну, по-простому так же. А вы не знали о том, что земли зарезервированы, да, под железную дорогу? Вот сказали на собрании. Да, в 2005 году говорят, но нас не уведомляли даже. Мы потом только услышали. И как мы могли вот раздавать земли, и даже документации сделали люди, некоторые даже им не сказали. Эти федералы поставили железную дорогу. Потом, после него мы только узнали о том, что железная дорога поставлена. Спасибо. Да.